Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Так, ну в этом раунде у нас два представителя. Один клуба «Нокаут» и один клуба «Саттер». Ну, визуально мы можем увидеть, что Дмитрий Бобров, представитель клуба «Саттер», синий угол, килограмм на где-то 10-12 тяжелее Максима. Ой, извиняюсь, Евгения, представителя красного угла, угол «Нокаут». Но не было этого возраста и одинакового веса. Вот, но боец не испугался, сказал, будет работать, защищать честь клуба, он готов. Вот, поправляет ему шлем, потому что вес все-таки большая разница в весе и давление идет хорошее. К сожалению, подсказать я ему не могу, так как я сужу, а ребята в углу немножко смотрят, оценивают, еще пока не знают, что ему подсказать. Вот, ну вы видите, что Дмитрий Бобров все идет вперед. Тренер там активно ему подсказывает. Ковалев Алексей Михайлович показывает даже, вот мы видим, что руками жестко бить. Но не получается. Женя Мальцев молодец, тем не менее не боится, не отворачивается, пытается работать. Это очень хорошо, мама там на заднем фоне переживает. Получили оба бойца по замечанию за то, что не работают ногами. Сделано устное предупреждение и замечание. Вы видите, зрителей много, родителей много. Такая возня идет, потому что все-таки тяжеловес не может четко нанести удар, все-таки защищается Женя. Но я думаю, преимущество дали бойцу синего угла за счет того, что вес и давление все-таки было. На общем фоне он работал больше вперед. Видите, как давил своим весом. Ну, молодец Женя, он и ножкой поработал, и попал, правда, в ручку, но... Второй раунд. Мы наблюдаем, сразу боец синего угла идет вперед, пытается задавить его. Идет давление. Ребята подсказывают, поддерживают. Борцовская техника запрещена, остановила. И продолжение боя. Опять одна работа руками прижимает его к ножу. И, конечно, Жене нужно двигаться. Двигаться с тяжеловесом. Не пытаться работать по его правилам. Двигаться. Вот и ножкой еще пытается Женя. Скажем так, огрызается еще ножкой. Второе замечание. Удар ниже пояса. О, получил ручкой и прижимается. Но это о чем говорит, что боец синего угла просто устал и начинает за счет веса просто прижиматься. Вы видите даже по общей картине, что он перестал закидывать ударами. Но здесь надо Жене брать преимущество, конечно. Закидывать его, двигаться вправо-влево и встречать. Вот мама подсказывает, говорит, давай двигайся. Женя уже устал, конечно, сопротивляться. На 10 килограмм тяжелее давит. Вот, хорошо встретил, хорошо. И, ну, это уже не оценивается. Вот тут хорошо Женя 3 удара встретил. Нога и 2 удара руками. Вот тут надо так же продолжать. Удар, вот. Ножку, ручку и... все. И также прижимает его. Цветков Николай, помощник, подсказывает. Ударить в голову. Попади в голову жестко. Но Женя не может попасть жестко. Закончился второй раунд.
работа идет. Ну, видите, вот все в углу, давление в угол идет. Третий раунд. Двигается, смотрит. Ну, также давление в красный угол, то есть где не успевает двигаться по сторонам. Встречает хорошо Женя руками, но на этом, в принципе, все. Хочу подчеркнуть, что все-таки молодец боец красного угла, воспитанник клуба «Нокаут». Не побоялся, вышел, сказал, буду защищать честь клуба, биться. На улице встречаются разные. И могут обидеть не только легче и младше, но и старше и тяжелее. Так что надо воспитывать свой характер, будем биться. Вот, вы видите, как пропустил боец клуба Сатори. Устали ребята, оба устали. Один устал бить, второй устал защищаться и контратаковать. Ну, динамика боя, в принципе, та же самая. Все 3 раунда работа идет в красном углу. Конечно же, не надо переигрывать, передвигаться вправо-влево, а не засиживаться в своем углу, потому что противник все-таки идет вперед и прижимает его. Удар лоу-кик, защита была, вы увидели. Я уже останавливаю, не даю им возиться, сразу же останавливаю, чтобы они хоть побились. Оп, 3-й раунд закончен. Победу все-таки в этом раунде дали Мальцеву Евгению. Ну, общая картина все-таки остается за тяжеловесом, я так думаю. Вот, посмотрим на повторах. О, не достал. А вот теперь достал. 2 удара и возня пошла. Толчки. Он пытается разорвать возню. Удар лоу-кик, защита была. Вот 2 удара. И опять толчковые движения. Толкаются. Победа присуждается Боброву Дмитрию. Ну, как и следовало ожидать.